центре города, чуть ниже проспекта Чуй, работает баня с легким паром. Однако местные жители жалуются на неприятный запах на протяжении целого года. Они не могут открыть окна в своих квартирах и домах. Проблема здесь у нас очень серьезная. Эта баня существует много лет. И много лет она коптит нам таким противным запахом, что мы уже, большая половина наших детей, мы уже аллергики. Это запах идет то резины, то шерсти, то пластмассы. И все как нарочно, при легком ветерке все идет в наш дом. Гоголя 127 в окошке. Летом это вообще дышать невозможно. Мы живем, как раз наши окна выходят на баню. И вот 3 года мы спим с закрытыми окнами. Потому что охота иногда ночью открыть окно, но утром просыпаемся, у нас чешется горло, глаза, и дышать нечем. В Минприродресурсов сообщили, что в течение 10-15 дней банный комплекс подключат к ТЭЦ Бишкека. Один из сотрудников банного комплекса подтвердил информацию. Через него редакция попросила комментарий руководства, но реакции не последовало. Пока 10-15 дней это все, пока, когда будет все готово и когда они перестанут сжигать, мы тоже дадим дополнительную информацию или даже Нет, это хорошо же, что когда они исправят эту ситуацию, 15 дней, отопительный сезон, все наладится, но там же речь может идти о выбросе вредных веществ, люди же жалуются. Летом, оказывается, все проделали, и они перевели их на ТЭЦ, но чуть-чуть задерживается некоторые технические, видимо, работы. Как баня с легким паром, дышать невозможно, травит весь район. Безобразие, все дымит, ничего не работает, никаких фильтров нету. Вот так вот дышим. Жильцы рассказали, что обращались во все госорганы на протяжении последних 11 лет. Им уже обещали решить проблему, но ничего не изменилось. Мы писали в прошлом году в мэрию, пришла отписка, видно, они пришли с проверкой, сказали, все нормально, у него все законно, он топит углем. Но мне кажется, даже углем это ненормально топить в центре города. В прошлом году мы собирали подписи всех домкомов, этих всех домов, 18 домов. И они все, конечно, были возмущены вот этой баней, этими выхлопами. Сразу говорили, баня, это которая резиной топит. Обращались неоднократно, много везде. Результат 0 целых. Как дальше быть, кому еще обращаться нужно, нам уже тоже непонятно. 20:02, 24 октября. Сейчас здесь стоит неприятный запах. Это действительно так. Теперь жильцы 18 домов написали заявление на имя главы ГКНБ Камчибека Ташиева с просьбой о помощи. Жильцы рассказали, что на заднем дворе банного комплекса работает много производств. По их словам, однажды в бане уже был пожар. Пожалуйста, спасите, сохраните наше здоровье наших детей. Потому что это будущее, это экология. Просто из-за интересов одного человека страдает столько людей. Это не тысячи, это несколько тысяч людей. Также жители сделали обращение к главе государства Садыру Джапарову. В этом году, уважаемый Садыр Нургаджоевич, видели ваше обращение к целому миру о том, что вы говорили про наши горы, про воду чистую, чтобы сохранить экологию для будущего нашей страны. Идет борьба с коррупцией, идет борьба за зеленый город, но вопреки всему этому хозяин этой бани процветает за счет здоровья наших детей, нашего будущего Кыргызстана, нашей экологии. Надеюсь, что Садыр Нургаджоевич увидит это видео и все-таки как-то поможет нам решить эту проблему. Это наше будущее.